Собак действительно много бродячих. Участок в этом садовом обществе семья Галины Плотницкой купила в этом году. Но наслаждаться отдыхом на свежем воздухе оказалось непросто. Кругом бездомные собаки. Детей я одних не отпускаю, потому что был случай, ехал молодой человек или мальчик на велосипеде, и он вот велосипедом отмахивался, они его окружили. И даже вот мы тоже с ребенком гуляли, когда с маленьким 5-летним, просто на нас стая несется. А что делать, куда я этого ребенка дену? По грядке, по картошкам ходят, они топтают, ломают все. По словам жителей, проблема с бродячими животными в их садовом обществе назрела давно. У меня под домом чуть не родила тоже собака. Вот. Я ее, правда, выгнала, потому что потом не пройдешь на участок. Неделю назад бездомная собака покусала здесь одного из рабочих, который строил дом. Шел в магазин, напрыгнула на руку. Получается, одну руку укусила, я с другой ее ударил, она убежала. Мог кричать, какой-нибудь маленький ребенок, грызли. Таких случаев, когда безнадзорные животные нападают на обитателей садовых обществ, в республике сейчас даже не десятки, сотни. Проблема в том, что именно здесь сотрудникам служб отлова сложнее всего отыскать собак. Рядом лесопосадки, заброшенные дачи. Часто даже попав в животное шприцем со снотворным, отыскать его после этого непросто, говорят в службе отлова. Животное при воздействии этого препарата снотворного, животное не сразу ложится. Кто-то, допустим, через минуту, кто-то минут через 10, через 15, и уже наши сотрудники не могут поймать. А это животное благополучно проходит наркозное вот это состояние и где-то через час отходит и начинает уже бегать дальше. Вот у нас это сплошь и рядом сейчас очень большие проблемы. Еще 1,5 месяца и начнется обратная миграция бездомных собак в город. Жители с дач уедут, оставив четвероногих на произвол судьбы. За питанием они потянутся в столицу. Юлия Гоголева, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.